Ремесло предков, да, продолжаем, учимся и будем обучать других, кто этим заинтересован. Аслан Туркменов из аула Адилхак Ногайского района Карачаево-Черкесии на протяжении 3 лет собственноручно изготавливает лошадиное обмундирование. С детства я люблю рисовать, что-то делать, изобретать, строить. И в какой-то момент я наткнулся на кожу и начал думать, что из кожи можно сделать. Конечно, мы живем в ауле, и у многих людей есть лошади. И там, где есть лошадь, есть из кожаных изделий уздечки, камчи и все, что связано с амуницией, это в основном все связано с кожей. Особое место в мастерской Аслана занимают нагайки, иначе говоря, камча. Это средство управления лошадью, представляющее собой короткую ременную плеть, сплетенную или сшитую из нескольких ремешков и постепенно сужающуюся к концу в большинстве случаев. Камча – это не только для погона лошадей, там, управлять лошадью, а она и раньше считалась как оружие. Использовали его в ближнем бою. Ее всячески украшали, модернизировали, ставили свою тамгу родовую, чтобы узнать о человеке. Это, так скажем, да, посмотрев на камчу, можно узнать биографию человека. У знатных людей, беев, ханов, украшали драгоценными камнями, украшали серебром, золотом. И каждое событие, которое произошло у нагайца, значимое событие, да, они обозначали это на рукояти камчи. Испокон веков для камчи у нагайцев в доме отводилось особое место. А так как ее очень часто использовали как оружие, то войти в гости с ней в руках было равносильно вызову на поединок или серьезному оскорблению. Если у кого-то появится желание, мои двери всегда открыты. Можете приходить, спрашивать. Я поделюсь всем, что умею делать. И, конечно же, главное терпение. Терпение и труд, все перетрут.